Тем временем в центре «Мой бизнес» прошла встреча предпринимателей с представителями власти и налоговой службы. За 2 часа именно столько шел диалог, стороны обсудили несколько тем, поговорили и о новых мерах поддержки для делового сообщества. Со стороны же правительства мы разрабатываем некий комплекс мер, который мы направляем на различные отрасли. Нам главное сейчас понять обратную связь. То есть, во-первых, то, что мы делаем эффективно, и что бы нам еще сделать, да, чтобы, так скажем, завлечь, привлечь, так скажем, направить людей регистрироваться либо в качестве самозанятых, либо индивидуальных предпринимателей. То есть сейчас наша задача их услышать и, соответственно, наладить с ними, наверное, какую-то некую связь. На встрече обсудили действующие меры поддержки. Среди весомых и значимых: бесплатное обучение и продажа товаров через маркетплейсы, предоставление на выгодных условиях микрозаймов, а также помощь в получении сертификации товаров и услуг. Я пришла познакомиться. У меня был вопрос по сертификации продукции, который мы все-таки думаем, вводить или нет. И оказывается, это такой широкий и серьезный формат поддержка предпринимательства. Такого в 90-х не было. Теперь вам все разжуют и в рот положат. Представители налоговой службы более подробно остановились на специальном режиме для самозанятых, рассказали о преимуществах и условиях такого статуса, а также провели небольшой экскурс по приложению «Мой налог». Такая система для самозанятых, как налог на профессиональный доход, очень востребована. В Республике Коми зарегистрировано почти 15 тысяч человек самозанятых, и они работают именно на территории республики. Конечно, есть и вопросы, несмотря на то, что мобильное приложение и наш сайт дает возможность получить очень много ответов на различные вопросы, но все равно, наверное, есть потребность самозанятым пообщаться напрямую с сотрудниками налоговой службы.